Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем наш урок русского языка и литературы. Тема урока – Николай Николаевич Носов, рассказ «Фантазеры». Вы узнаете, что глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы «что делать?», «что сделать?». Вы научитесь различать время глагола, ставить вопросы, определять тему текста, правильно употреблять глаголы, составлять предложения, передавать события, соблюдая последовательность, указывать стиль текста. Тематический словарь урока. Океан на русском языке, мухит на казахском языке, ocean на английском языке, акула на русском языке, акула на казахском языке, shark на английском языке, Африка на русском, Африка на казахском, Африка на английском, луна на русском, ай на казахском, moon на английском, фантазия на русском, ғажайып ертегілер на казахском языке, dream на английском языке. Эмоциональный настрой на урок. Вперед к новым неизведанным темам. Снимаемся с якоря, экономьте время. Новый урок всегда открытие. Приготовьтесь к отплытию. Итак, ребята, мы приступаем к работе. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания. Мозговой штурм. Что называется глаголом? Что означает глагол? Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делать и что сделать. Правильно, ребята. Глагол – самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делает, что делал, что будет делать. Глаголы имеют три времени. Настоящее, прошедшее и будущее. Глагол, ребята, имеет три времени. Настоящее время, прошедшее время, будущее время. Настоящее время отвечает на вопрос, что делает. Прошедшее время, что делал. Будущее время отвечает на вопрос, что будет делать. Глагол в неопределенной форме отвечает на вопросы, что делать, улыбаться, что сделать, присесть. На какой вопрос отвечает глагол слушать? Правильно, что делать? Образуйте от него новые слова при помощи приставок. Что получилось, ребята? Услышать, послушать. Послушайте детскую песенку, может, вы ее уже слышали. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил. Представьте себе, не трогал и козявку. Представьте себе, и с мухами дружил. Но вот пришла лягушка, прожорливая брюшка, и съела кузнеца. Представьте себе, прожорливая брюшка. Представьте себе, и съела кузнеца. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Представьте себе, никак не ожидал он. Представьте себе такого вот конца.
Я поняла, ребята, что вы слышали раньше эту песню и любите ее. Так вот, хотелось вам сказать, что автором слов данной песни был Николай Николаевич Носов, а музыку написал Владимир Яковлевич Шаинский. Ребята, у Носова много очень афоризмов. И вот один из его афоризмов – улыбка и смех – это для всех. Очень высоко оценил творчество Николая Николаевича Носова русский писатель Валентин Петрович Катаев. Он сказал, у этого талантливого человека вечно юная, детски чистая, чудесная душа. Мы сегодня познакомимся с рассказом Носова «Фантазеры». Ребята, я вам задавала опережающее задание дома прочитать по ролям первую часть рассказа. Прочитали? Молодцы! Назовите ключевые слова: небылицы, акула, крокодил, фантазия, луна, Африка. Молодцы! Ребята, а что выдумали ребята про свой возраст? Что рассказал Мишутка про нападение акулы? Как смог Мишутка раздавить автобус? О каком путешествии рассказал Стасик? И почему на Луне он ничего не увидел? Ребята, ответы. Стасику было 95 лет, Мишутке 140 лет. На Мишутку напала акула и откусила голову. У него выросла другая. Вдруг навстречу Мишутке автобус. Он случайно, наступив на него, раздавил. Стасик рассказал о полете на Луну во сне. Физкульт-минутка. Мы, ребята, засиделись. Встали быстро, разогрелись, разомкнули ручки, ножки, встали на носочки, опустились на стопу, приседаем и встаем, вдыхаем, выдыхаем, отдыхаем. Сделав круг почета, приступаем мы к работе. Практическое задание номер 2. Какой стиль речи используют ребята в рассказе? Правильно, разговорный. Какими глаголами можно заменить слова бац? Хорошо, стукнул, да. Цап, укусил, откусил. Молодцы, ребята. Являются ли слова фантазер и врун синонимами? Нет, правильно, не являются. Какой из данных рисунков более удачно передает ситуацию? Ребята говорят, что все рисунки удачные. А какие эпизоды из рассказа не показаны? Да, как они переплывают океан и полет на Луну. Домашнее задание. Составьте предложение со словами «фантазер», «соврал», «переплывал». Выпишите глаголы в неопределенной форме из первой части рассказа «Фантазеры». Рефлексия. Подведем итоги. Вы должны написать письмо к другу. Коротко напишите, что вам понравилось, что нового узнали на уроке. Попрощайтесь на 3 языках. Не забыли? До свидания. Сауболунгус. Goodbye. До встречи, ребята. Урок окончен. Спасибо за урок.